А это какие горы-то? Это чешский хребет. А, чешский. Туда уходит, на этот. Да, Батагая, тут все края, да? Да, и в сторону туда смотрели. Ну. Тут чешский хребет, а там в сторону Колымы, да, уже. Колымы, как там еще один хребет. Ну. Этот киргиз, я года 3 с киргизами стоял в гараже. Ну. Ну и один, короче, тоже. Ну, он ездил до этого дальнобойщиком, там у себя дома. В Афганистан даже, говорит, ездил. Говорит, там дороги пиздец, говорит, нахуй. В Киргизии-то? Ну, не, в Афганистан, когда едет. Ну. В горах там, говорит, есть участок, там, говорит, из стакана, нахуй. Блять, страшно, блядь, ехать, говорит. Это их сыпной местный, да? Сыпной, наверное, да, как он называется у них? Или по-другому может. Что-то сколько езжу, даже что-то не замечал, да? Это мы сейчас по Индигирке же едем, получается, да? Судовой ход, да? А? Судовой ход, да? Ну сюда поэтому... Здесь не знаю, ножки стоять. Ну так-то может быть, но... Не обращался. Там, по-моему, с той стороны судовой. Или не, это берег. Ну да. Берег тает. Тут до Зашивельска, в принципе, недалеко же осталось, да? Хотя мы 3 часа всего едем. Да? Ага, 10 часов сейчас. Мы же в 7 встали, да? 7, ага, что-то в этом. 10, да? Ага. Да? 10 сейчас, ага. 10 утра. Это тоже по интернету смотрим. Колян. 86-то? Ага. Ну, кстати. Но он снимал, он работал где-то... Антимансийский, что ли? Да, а потом что-то последнее смотрю. Люблю я дальнобой, блин, но я это не стал смотреть. Ну да, он в Петербурге. Но он хорошие видео вот снимал, я тоже смотрел, интересное. Когда на севере работал. Ну сейчас тоже люди смотрят у него, подписчиков. Море. Он снимал всякую хуйню, да, вот так вот. Смотрит. Бабка-то. По телеку показывал идет. Ну, всякие талисманчики, там, типа, чтоб деньги водили. Ну. Денежное дерево, там, вот и все. Она вот эту... Горочки. Как по асфальту.
нет. Не Шустер? Что-то будка знакомая была. Подъезжаем к Зашиверску. Встали, едем уже. Часов. Вон стоит налив, возят нефть. Я босиком хожу. До того уже отбитый человек. Едем до Зашиверска. Немножечко осталось. Сейчас встанем, поедим, чаек попьем и топнем дальше. Покажу, может, Зашиверск, поднимусь в саму церковь старую, которая осталась. И чайканем, попьем. Поедем дальше. Поспали мы часа 4, вырубились где-то в 3, встали в 7, сейчас где-то часов 11 утра. Выехали мы в 6 белой, заехали к Ивану. Кабаргане очень хороший человек, я ему должен был 80 литров соляры, отказался брать. И вот хочу ему, может, в этом месяце получится, может, в декабре что-нибудь привезти такое, что там дефицитно. Фрукты, может, я не знаю. Ну, в общем, как-то надо эту соляру отбить, потому что человек все-таки помог, выручил. Я тоже хочу сделать человеку приятно. Вот. Вот так мы тут расположились. Потихонечку. Место, кстати, тут вполне нормально, если все уместить, как говорится, то места хватает. Все по полочкам, все распределить, куда-то положить. Раньше на Уралах ездили вдвоем, втроем в такой кабине, но еще кабина поменьше была, как-то умудрялись спать, все делать. Чё? Ну, вот воздух прям держит вообще стабильно. Вообще красота. Температурка 80. Просто красота. Это по весне обычно у всех так теплеть начинает. Так что едем мы, грубо не соврать бы, 6 часов. Часов 10 мы где-то едем, уже проехали порядка 250 километров. Но если я еще не брал тот период времени, когда мы спали. Мы поспали 3 часа, и это я не считал за, ну, естественно. Господи, уже все вылетает. Давно не ездил. Классно. Кабина идет мягко. По сравнению с моей, или я уже не помню, как у меня кабина ходит. Надо поменять на своей амортизаторы. И амортизаторы маленькие на кабину. Все амортизаторы поменять. Поэтому вот так вот доеду сейчас. Если получится, зайду в Зашиверск, покажу, сниму быстренько, потому что время идет, надо ехать. Сейчас золотые рейсы пойдут, как говорится, в апреле месяце. Людям надо зарабатывать, ехать, в том числе и дядь Ване. Поэтому сейчас вот остановил машинку, забрать свои вещи с нее. По-моему, на этой машине работал. И мы поедем. Ой, извиняюсь. Дальше. Все, спасибо всем. Горы как-то называются же, да? Вот это? 3 сестры или как-то, по-моему, да? Я не на тут похож. На клыке. А он именно здесь, получается, за Зашиверск стоял, да? Я вот читал про него. Ну да,
все старенькое. Доехали до Зашиверска. Сейчас будем кушать, есть, обедать. Доехали до Зашиверска. Вот у нас знак стоит. Не знак, а указатель. Вот у нас такие вот красивые горы здесь. Красота. Вроде как, точно не буду обманывать, как говорится. Вроде как вот на этом берегу сзади меня стоял город Зашиверск. Он был основан, если я не ошибаюсь, либо на 2 года раньше, либо на 2 года позже Якутска, в 1632 или 34. Хотя что гадать, когда можно просто сходить да глянуть, правильно? Блин, что-то попало. Так, пока водичка у нас греется, запечатлеть себя и сходить посмотреть. Вот такой вот бережок крутой. Ой! Точно я не знаю, может даже на этом месте стоял город Зашиверск. И какой-то год, честно, врать не буду, все население, ну не все, большая часть населения умерла от чумы. 350 лет прихода русских первопроходцев на реку Индигирка. Вот такие вот тут различные памятные знаки. Такие вот знаки. 370 лет основания города Зашиверска. Это 2009 год. Ну да, позже, 1639. Все правильно. Вот тут когда-то был город. Сюда приезжали известные первопроходцы, русские казаки. Даже говорят, Беринг здесь был. Именно здесь Беринг был где-то. Тут стояли дома. Здесь стояла другая церковь. Маленькая. Ой, не маленькая, наоборот. Большая, сделанная без единого гвоздя. Она сейчас находится, эта церковь, в Новосибирском городке. А сейчас, ну, это как прототип. Старая церковь выполнена без единого гвоздя. Памятный камень. Всему миру известна сегодняшняя Сибирь, устремленная в будущее. Но Сибирь интересна и своим прошлым. На далекой сибирской реке Индигирке, рядом с полюсом холода, сохранился уникальный памятник деревянного зодчества – Зашиверская шатровая церковь, самая древняя в этих краях. Триста лет простояла она на вечной мерзлоте. В один из музеев переедет и Зашиверская церковь.
Ей предстоит далекий путь из-за полярного круга в Новосибирский академгородок, в музей под открытым небом. Вот здесь. Это раньше, знаете, как-то люди останавливались и все оставляли. Вот, пожалуйста, ну как монетки люди оставляют. Вот, кстати, книга учета, начата 3 апреля 2017 года для посетителей. Вот иконки различные стоят. Божья Матерь, Николай Чудотворец. Всех благ, Шангин, Ефимов. Много людей. И вот Жирков Артем Аркадьевич. Много людей оставляют, пишут, конечно. И мы, пожалуй, распишемся, да? Много. Едем на гастроли, пожалуйста. Обратный путь, Мумача-Курдах. Закончили возить нефть. Была бы ручка бы еще, было бы замечательно. А есть она такая у нас. Кто? Дорога. Бегунт. Ну и мы оставим. Что напишем? Всем удачи. Коронка. Ах ты, тихо. Вот и все. Вот и я оставил первый раз. Эта традиция идет с 90-х годов даже, наверное. Вот, пожалуйста, 6-й год окончания охот. Сезон на уток отстреляли удачно 51 утку. Диалог болдун, здоровый болдун. Сылджана аспут тылдеттар. Вот так вот. Ну и мы пойдем. Ваня уже заждался. Вот такие вот колокола. На хорошую дорогу. Вот крест стоит, показать надо. Побежим быстрее. Долго идти. Хоть кто-то как-то разнообразить контент канала. Что стараюсь, то. Вот, пожалуйста, 1639, да. По 2009. Кресту твоему поклонимся, владыка и святое воскресение твое славим. Вот здесь был когда-то город, вон видно какие-то знаки различные. Город помер от чумы, а чуму как раз завезли товарищи путешественники, французы. Тут даже на земле как-то ничего и не росло несколько десятилетий. Вот так вот. Так что едем дальше. На самом деле красота. Вот так вот самого себя сфоткать. Все, удачи всем. Увидимся.